Здравствуйте, салям алейкум. Так, сегодня мы продолжаем работу, да, которую мы начинали. На конкурс, да, мы рисуем рисунки. Мне нравится вообще работать с детьми, когда видишь у них желание, да, вот то, что видишь у них результат какой-то, что им нравится это. Это вот самое ценное для меня в работе с детьми. Я сам прихожу на работу, сажусь рядом с ними и рисую свою работу. Это пример для них, и они приходят, они смотрят, и они, может, что-то берут у меня. Они какой-то такой вот стимул дают, толчок к своему развитию, да, к саморазвитию. Первые работы я копировал работы с работ Залимы Трасиновой. Потом на основе их начал создавать свои. И в детстве вот у нас были вот стопки Йылдыза, старого Йылдыза, 80-х годов Йылдыз, 90-х годов Йылдыз, там иллюстрации Залимы Трасиновой были. И вот я любил их разглядывать постоянно. И увидев, что я увлекаюсь рисованием, Бабам предложил: вот давай нарисуй наподобие такого, нарисуй. И вот он первым, кто привил любовь вот к нашему. Я слышал о художнике Рамире Нетовкина, но лично знаком не был с ним. Но один раз мне посчастливилось с ним познакомиться. Это было, когда я учился в школе, где-то в 9 или 10 классе. Оказало на мое творчество очень большое влияние работы Рамиза. Я не люблю растягивать работу за один день, стараюсь нарисовать. Вот пока есть вдохновение, стараюсь вот то, что у меня внутри, передать сразу. Больше стараюсь создать образ, больше создать какое-то цельное произведение, не переходить в мелочи, в детали. Относительно недавно попробовал новый стиль, это вот детская книжная графика. И ко мне обратился редактор журнала «Арманчик», чтобы я проиллюстрировал комиксы. И комиксы про Ахмета Акая. Тоже мне нравится это. Просьба проиллюстрировать что-то, произведение или какую-то книгу. Я смотрю, да, вот если это с нашим, если это мне по душе, если это связано с нашим, да, вот я тогда соглашаюсь. Есть Пилат Аджиридинов, он писатель, у него возникла идея написать книгу про Карасу-Базар. И он пришел ко мне с таким предложением, чтобы я нарисовал вот именно старые объекты, которые вот не сохранились, а которые плохого качества фотографий, чтобы я их прорисовал детали, прорисовал внешний вид, чтобы как бы проиллюстрировать его книгу. Начал рисовать карасу-базарские древние объекты, да, Джамилер там, или караван-сарай, или бани, которые у нас были раньше. Как вообще выглядел Карасу-базар наш. Раньше в Карасу-базаре в Средневековье было очень много караван-сараев. Сам город, он был как портовый город. Здесь останавливались караваны, привозили товар. Это здание, оно самое большое, самое такое было в городе. Как крепость была. Когда я проходил мимо этого здания, да, как бы, сейчас оно выглядит как развалина, и мне всегда интересовало, что это было раньше. Изучив как бы исторические данные,
я решил сделать реконструкцию этого караван-сарая. Караван-сарай Ташхан название. На сегодня сохранились только 2 помещения. Это главный вход был, это 2 помещения. Здесь это первый этаж был. Здесь путники, которые караван перевозили товар. Здесь они оставались на ночлег. Это их как бы помещение было. Это первый этаж. Сверху был второй этаж, который не сохранился. Вся территория это занимала площадь Ташхана. По свидетельствам Эвлия Челеби, одна сторона была до 100 метров, и в периметре где-то 1000 квадратных метров было это все сооружение. Эта вся территория, она не исследуема археологами. Это не старый какой-то домик, какой-то невзрачный, какой-то разрушенный, какой-то обдертый, а это именно вот ценность, да, вот, должна как бы представлять для нас в плане духовном, да, что красота это не то, что вот все ровно, заглажено, все покрашено и все под линеечку, да, вот, а красота это то, что живое. Вот я так считаю. Мне нравилось вот это старое, старинное, вот крымско-татарское, вот такое вот. Почему-то мне это так привлекало вот это. Всегда вот меня интересовала наша история, интересовала вообще, кто мы такие, какая у нас культура, какое у нас искусство. Очень люблю читать исторические книги. Мне интересно наши, да, вот наши образы. Вот. Почему я рисую в основном таких пожилых людей, да, вот стариков, может быть, вот. Просто это ассоциируется у меня вот с нашей культурой, с нашей архитектурой, вот той, которая она уже забыта, заброшена, разрушается. И чтобы люди помнили и ценили это.